До 18 августа узнаем прямо сейчас. Ольга Валерьевна, о текущей ситуации по эпидемиологической обстановке в республике. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, санитарно-эпидемиологическая ситуация остается напряженной. В Якутии за сутки прошедшие выявлено по данным Управления Роспотребнадзора 47 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Впервые выявлена ситуация, при которой в районах республики выявлено количество больше, чем в городе Якутске. Зафиксировано в городе Якутске 22 новых случая, а остальные случаи приходятся на районы. 4 случая в Нерингринском районе, по 3 случая в Мирнинском и Хангаласских районах, по 2 случая в Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Оленёкском и Чурапчинских районах. И по 1 случаю в Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Алекминском, Усть-Алданском и Сунтарских районах. Все ближайшие контакты выявлены и, соответственно, изолированы. Наши лаборатории продолжают работать, исходя из необходимости проведения в сутки около 3000 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии в республике проведено 308 869 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Также в республике проводились и исследования непосредственно на ИФА, достаточно известное исследование. Оно проводилось у нас как государственными, муниципальными нашими лабораториями, так и рядом частных лабораторий. Еще раз обращаю внимание на то, что исследования, которые проводятся на ИФА, они являются в большей степени исследованием, которые не используются для определения диагноза. Это исследования, которые определяют наличие или отсутствие антител. И, на настоящий момент, по данным Роспотребнадзора, в целом на территории республики около 5% населения прошло исследование на ИФА, и, соответственно, у нас из них выявлено 13%, соответственно, граждан с иммунитетом, именно имеющие антитела. То есть это данные достаточно такие приблизительные, они в большей степени носят такой научный общий характер. Теперь момент, конечно, который волнует сегодня всех, и начну я непосредственно с 1 сентября. Вчера главой Республики Саха-Якутия вместе с оперативным штабом определено четкое понимание, каким образом будет в республике проходить именно 1 сентября. В целом мы знаем, что неравномерно является санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории республики. Поэтому те населенные пункты, в которых у нас нет зафиксированных случаев коронавируса, которые являются отдаленными населенными пунктами, их, соответственно, ждет и необходимо провести традиционное 1 сентября с участием всех школьников. Те населенных пунктов, в которых непосредственно у нас есть зарегистрированные случаи коронавирусной инфекции, независимо от того, и имеются случаи, которые проявляются в настоящий момент, рекомендовано с Министерством образования республики провести отдельно линейки по классам 1 и 11 классов и, соответственно, в них непосредственно развести классы таким образом, чтобы были соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. Перед социальной сферой поставлена прежде всего задача именно перед Министерством здравоохранения республики для того, чтобы эти линейки прошли достаточно четко с соблюдением всех санитарных норм. Линейки для 11-классников могут быть также проведены, но при решении самих учителей школ и с четким соблюдением санитарных норм, особенно желательно в тех школах, в которых небольшое количество учащихся. Поэтому вот такая сегодня у нас в целом обстановка, и, соответственно, такие решения у нас по 1 сентября. В ближайшее время во все школы будет разослана карта и определен порядок проведения двухнедельного нахождения медиков на территории школ наших и проведения соответствующих профилактических работ. В республику поступила вакцина от гриппа, и, соответственно, мы начинаем, завтра проводим республиканское заседание санитарно-эпидемиологической комиссии и начинаем вакцинирование детей от гриппа, куда я приглашаю всех принять участие.
Это был брифинг оперштаба о текущей ситуации с коронавирусом в Якутии. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. В мире слов разнообразных, что блестят, горят и жгут. Золотых, стальных, алмазных, нет священней слова труд. Все, что пьем мы полной чашей, в прошлом создано трудом. Все довольство жизни нашей, все, чем красен каждый дом. И на место в жизни право только тем, чьи дни в трудах. Только труженикам слава, только им венок в веках. Но когда заря смеется, встретив позднюю звезду, что за радость в душу льется всех, кто бодро стал к труду. Слава человеку труда!